Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели. Сегодня буду говорить о том, дела жизни, как его найти. То есть, как найти, чтобы это была твоя дела жизни. Чтобы заниматься то, что это есть твое. Чтобы не получилось, что жизнь прошла напрасно и так далее. Как найти дела своей жизни. И второй час моя беседа будет о том, что всем ли дано быть успешным предпринимателем. Вот. Очень важная тема. Я считаю, что сегодня то, что буду говорить, дело жизни, как ее найти, или всем ли дано быть успешным предпринимателем. Об этом будем говорить. Знаете, я часто встречаю людей, огромное количество людей, которые живут так, как получается. Я повторю, огромное количество людей живут так, как получается, а не так, как мечтали. Вы просто сами посмотрите, анализируйте, тоже увидите этого. Большинство людей живут так, как получается, а не так, как они мечтали. А почему? Потому что они не понимают, как жить? Нет. Или потому что не хотят? Ну, это не так. Потому что просто не могли найти дело своей жизни. За годы своей работы, вот 22 года работая с людьми, скоро начнется 23 год, я прихожу к пониманию, что хотя и раньше я работал с людьми, хотя я видел, как мой наставник работает с людьми, я был рядом, я это все видел, заметил и так далее. И получается, что я заметил, что как отпечатки пальцев рук не совпадают, точно так же каждый человек индивидуален. Но только проблема людей в том, что они не понимают и не признают эту индивидуальность. И хочу сказать, что в этом мире бездарных людей не существует. Господь создал каждого человека с определенным талантом. Вообще бездарный человек не появляется на земном шаре. Обязательно у него есть какой-то талант. Богом дано есть талант. Существует вообще в человеке 206 талантов. Из этих 206 талантов один из вас дано вам. Вот каждому человеку дано какой-то талант. Кому-то быть хорошим врачом, кому-то быть хорошим архитектором, кому-то быть хорошим художником, кому-то быть хорошим продавцом, кому-то быть хорошим учителем, хорошим там, не знаю, еще там лидером, кого-то быть хорошим политиком и так далее, и так далее. То есть получается, что определенный талант от Бога дано уже до того, когда даже человек рождается на земле. Даже эта подсказка есть в священных книгах. Я много читаю Коран, там даже есть эта подсказка, что до того, когда человек рождается, когда ему исполняется всего 120 дней, это 4 месяца, когда ангел приходит, душа дает, как раз и женщина это знает, когда ребенок начинает шевелиться и так далее. Вот в этот момент Господь дает 4 вещи. Одно из вещей, которые... Я это читал в Тафсире Коран. Одно из 4 вещей, которые есть, это годы жизни человека. То есть, сколько лет ты будешь жить. Получается, что человек не может увеличивать либо уменьшить. Вот тебе дано 50 лет, или 100 лет, или там, не знаю, 120 лет, и так далее, и так далее. Вот это и дано. Ни больше, ни меньше. Второе, например, дано, когда вот за это годы жизни, когда Господь дает, оказывается, вторая вещь, которая дается, это дается тот талант. Талант, который человек должен, развивая в себе, кормить себя, чтобы эти годы он мог жить. Вот этот талант нужен. Каждому дано как раз этот талант, чтобы он эти таланты, используя, соответственно, обеспечил себя. Благодаря этому таланту он начинает служить Богу, он начинает служить людям. Вот. Понимаете? Вот, внимание обратите. Вот он должен это делать, благодаря этому таланту. Но он должен этот талант развивать. Этот талант похож как бывает как полезная окопаемость, которую надо докопать, надо дорабатывать, отшлифовать, как алмаз, который надо находить. И вот в таком духе. Алмаз есть,
подножии горы, где-то вон там, спряченную. Но его надо докопать, дорабатывать. И вот похоже на это. Человека талант есть, но он должен докопаться, чтобы его вытащить. Я иногда порой прихожу к пониманию, что весь мир, который мы видим вокруг себя, она является просто отражением внутреннего мира наших жизней. То есть, если ты внутри свой мир хочешь понять, ты должен наблюдать. Мир зеркалит тебя. Она реально зеркалит человека. Вот это алмазы, драгоценности, мы же копаем их. Они на улице не валяются, мы их копаем в глубину. Получается, жемчуг в глубине океана, да? Над поверхностью вода всегда пустые бутылки, то есть бокалашки, какие-то там пустые, там трава или палки плавают. То же самое. Драгоценности в глубине океана, то же самое драгоценности в глубине в горах и так далее, и так далее. То же самое человек. Человек находит силу в себе, в глубине себя. Талант и богатство внутри человека спрячено. Возможно, вот это, можно сказать, богатство мира является отражением, как урок для нас. Возможно, и так даже. Я, по крайней мере, весь мир, что вижу вокруг себя, я сделал его для себя уроком. Потому что такой взгляд помогает в жизни, такой философский взгляд или такой осознанный взгляд к жизни – она наполняет жизнь больше мудрости и больше счастья. Очень много чему я учусь от природы, очень много чему учусь от природы. Природе дано очень много сильных вещей. Например, привяжу один маленький урок. Философия Земли. Давайте подумаем о философии Земли. Простой вещь. Земля молчит. Согласны? Земля молчит. На него ходят, на него бегают, на него там, можно сказать, все плохое делает. Плюнут на него, мусор бросает, грязь бросает, в конце концов на него в туалет ходят. Но от земли всегда растет цветок. От земли растет всегда овощи, фрукты. Это просто в глубине земли драгоценность. Вы представьте на минуту, чтобы это понять. Это какая величайшая мудрость надо иметь, чтобы в это вникать. Я повторю, на земле бросают всю грязь, на земле бросают все плохое, все начинает, все самое плохое бросать туда. Понимаете? Вы понимаете? Но оттуда, из земли, всегда растет цветок. Из земли растет пшеница, из земли растет овощи, фрукты. Земля, несмотря на то, что люди бросают что угодно, но оттуда он отдает самое хорошее. Разве это не величайший урок? Я порою думаю, земля же всегда под ногами людей. Всегда земля не пытается быть выше кого-то. Не пытается. Всегда кормит, всегда дает. Классно. Вот. Поэтому это один из... Просто я об этом не планировал вам говорить, но это мудрость, которой жизнь учит нас. Я там думал, вдруг что-то для себя хорошее берете. Попробуйте практиковать философию Земли. Хотя бы один день своей жизни. Несмотря на то, что будут говорить про вас, несмотря на то, что будут делать про отношение к вам, просто от вас должно созидающие вещи. Отдайте миру созидающие. Один день практикуйте, и вы поймете, что я имею в виду. От вас должны исходить хорошие слова, хорошие поступки, хорошее поведение. Один день хотя бы живите под философией Земли, и вы меня поймете, что я имел в виду. Вернемся в талант, который мы говорили. Вот, получается, что Господь давал каждому человеку тот талант. И этот талант надо докопать. Как это земли. Надо докопаться до него, чтобы отшлифовать его, развивать его и так далее. И следующая важная вещь, третья вещь, которую я там почитал, там было написано, это твой удел, твой риск, твой удел. Богом дано, у тебя есть риск. Вот сколько лет тебе дано жизнь, и твой удел дано. Ты не умрешь от голода. Если тебе дано 70 лет, ты от голода не умрешь за 70 лет. И ты вот пройдешь через это. Она дано тебе. Но иногда я это с годами я интересную вещь понял. Но это риск, чтобы забрать, придется трудиться. Без труда, она именно привязана к труду. Ты должен делать определенные действия, определенный труд вкладывать, чтобы его получать и так далее.
но в целом, чтобы, да, ты не умрешь от голода. Но иногда теперь вопрос остается такой, который очень слишком спорный между людьми, которые люди убеждены, что вот сколько тебе Бог давал, то и будет. Ничего, если не давал, ничего не будет и так далее. А некоторые люди говорят, если ты трудишься, все равно что-то изменишься, что-то делаешь и так далее. Но с годами я пришел к такому выводу, пришел, что, например, зарплата получают люди. Ну, например, я пример привяжу, вы сейчас меня поймете. Например, мы видим, что люди получают зарплату. Согласны? Кто-то там $500, кто-то там $700, кто-то $300 и так далее. Но зарплата получают все. Но кто-то способен эту зарплату сохранить и приумножать, а кто-то не способен это делать. Вот, то же самое. Получается, что читайте, что тот риск, который Господь давал вам, он похож как ваша фиксированная зарплата, которая каждый месяц все равно достается вам. А можете ли вы его сохранить, приумножить, это уже ваши способности. Это как фермер. Фермер может вот то же самое, энное количество, скажем, пшеницы или чего-то сажать и приумножать. Или там, правильно? Или может он их взять и потратить, кушать и нету. Вот похоже на этого. Поэтому, если человек осознанно эти вещи объединяет, использует на благо себя, он еще большего добьется. Так что я убежден, что нужно тот риск, который тебе Бог давал, тот твой удел, который Бог давал. Если ты еще мозги будешь использовать, ты можешь его сохранить и приумножать. Для этого ум дано, для этого дано это мозги. Для этого он нужен. Конечно, ты не умрешь от голода, понятное дело, никто не умрет от голода, и пока не закончился его день. Как-то же, например, некоторые говорят, родители ушли, дети остались сиротными. Мне было годы, когда отец умер. Я что, умер, что ли? Конечно, нет. Поскольку мой удел Бог дает, не отец. И все равно я вырос, и все, и так далее. Любой человек так. Поэтому удел дано Богом. Но можешь ли ты это удел приумножать, это твой уже талант и ум, мозги. Ну, четвертая вещь, это, которая там написана была, это счастье, или, то есть я имею в виду, будет ли у человека детей и так далее, это его дело. Я сейчас речь веду о таланте, я речь веду о таланте, как найти дела своей жизни. Суть моего разговора сначала в том, что от рождения у каждого человека Богом дано талант. Бездарных людей не существует. Никогда не надо отчаиваться, если вы что-то делаете, не получается у вас, вы должны понимать, что раз вы родились, значит у вас какой-то особенный талант уже дано. Сначала это надо признавать. Как человек начнет это признавать, теперь не надо его искать наружу. А почему люди теперь не могут этот талант найти? Почему? Два проблемы есть у людей. Два большая проблема есть у людей. Сейчас скажу. Первая проблема людей в том, что они начнут копировать других людей. Но стоит, чтобы вы начали копировать других людей. Если вы будете копировать других людей, соответственно, вы не можете ничего решать. Когда вы копируете других людей, вы никогда ничего не добьетесь. Почему? Потому что это уже не вы. Это уже не вы. Вы будете пытаться жить как другие. Конечно, я понимаю, может быть, эти люди ваши герои, может быть, это люди ваши кумиры. Да я не знаю, кто они. Не надо пытаться копировать кого-то. Знаете, я благодарен моему наставнику, который, когда мне было 14-15 лет, давал мне один важный совет. Он мне сказал, люди пытаются своим детям ставить имена Абу Али ибн Сино, Рудаке, Аль-Харазми, или там еще кого-то, там имена великих людей, как будто они станут великими. А я помню, я ему сказал, это же приятно, это же хорошо, называть имена таких великих людей. Он сказал, хорошо, сынок, но ты сделай так, чтобы люди мечтали твое имя назвать. Ты сделай свое имя сильной личностью. И это никогда не забуду. У него было 3 подсказки, которые мне говорил в тех годах. Первая подсказка была именно это. Свое имя я сделал таким, чтобы люди мечтали с тобой познакомиться и твое имя оставить своим детям. А не надо там думать, что как будто если своих детей называешь имена великих, они станут великими. Это первая подсказка, которую он говорил. Вторая подсказка, которую он мне сказал, он говорил, сынок, не иди по широкой шоссе, которой все идут. Иди по тот маленькой дорожке, которую сам выбираешь, сам создаешь. Иди по своей дороге. Просто пусть она будет сложная дорога, пусть она будет, но она твоя дорога, она твоя судьба. Иди по него. И когда-нибудь ты большего добьешься.
Это была вторая подсказка, которую он мне сказал. Понимаете, это все изменило мою судьбу. Третья подсказка, которую он говорил, это было такое, что, знаешь, сынок, ты в этом мире ничего не изменишь. Ну, много чего, ты, возможно, не справишься изменить много чего, но свою жизнь богатым делать ты можешь. Он сказал, что мир был до тебя и будет после тебя, но свою жизнь шикарным сделать, классным делать, богатым делать, ты способен это делать. Теперь понимаю, что под словом «мир» он имел в виду, что как солнце поднимается из востока и будет подниматься дальше. Жизнь будет продолжаться, и после нас будут продолжаться. И после нас придут еще лучшие люди. Это всегда так. Хотя много нам говорили, ой, сейчас времена такие, раньше было хорошо. Нет, всегда жизнь станет еще легче, еще лучше. Например, наши родители всегда говорили, о, раньше вот то, что было, те продукты, которые у нас в Советском Союзе были, сейчас нету. А те того техники, которые были, нету. Да какой? Сейчас намного лучше, чем тогда. Поэтому жизнь будет продолжаться, всегда совершенствоваться. Всегда придут лучшие. Лучшие ученые, лучшие поэты, лучшие писатели. Придут. Кто сказал, что не придут? Придут. Человечество будут всегда рождаться лучших людей. Потому что, почему лучше будет? Потому что новое поколение начнет с того места, где старое поколение закончил. Вы сами подумайте на минуточку. Мы с вами сейчас компьютер не изобретаем же. Мы просто возьмем с того места, где другие делали, и дальше продолжаем. Так что будущее поколение всегда будет впереди. Как бы мы ни говорим, будущее поколение имеет фундамент. У него есть фундамент. Он будет все равно впереди. Вернемся к тому, что мы говорили с вами. Значит, первая причина, почему люди не могут свой талант найти, она заключается в том, что они копируют других людей. Пожалуйста, не делайте этого. Идите по своей дороге. Идите по своей дороге. Это первая проблема, которую люди попадают на это. Успех других людей мотивирует людей, вдохновляет людей. И они начинают там пытаться туда бросать. Если вы посмотрите детей, например, спросите детям, кем ты станешь, когда станешь взрослым. Дети всегда выбирают публичные профессии. Хочу стать президентом, хочу стать летчиком, хочу стать там, не знаю, там звездой или кем-то и кем-то. Они всегда выбирают публичные профессии, потому что дети подсознательно это делают. То же самое, мы взрослые люди, похожи как дети, которые сами не поняли. Это правда, детство у нас внутри все равно живет. Теперь внимание обратите, дальше пойдемте. Вторая причина, почему люди не могут найти этот талант, который Богом дано, она с чем связана? Вторая связана с их жадностью. И это их жадность. Вы понимаете, например, говорят, вот тот занимается недвижимостью, давай я тоже займусь. Тот занимается там машина продает, давай я тоже. Тот занимается фастфуд, давай я тоже. Тот занимается одеждой, давай я тоже. Да извини, у него своя судьба, у тебя своя. Извини. Поэтому, соответственно, в любом деле есть испытания, в любом деле есть трудности, в любом деле есть барьеры, проблемы. Он начинает, до какой-то этапа дойдет, когда сталкивается с этой трудностью, большинство из них сдаются, банкротятся и так далее. Почему сдаются? Потому что у них не хватает внутреннего терпения и так далее. Они тут же начинают смотреть еще куда-то. Получается, что сегодня 2 года потратили на что-то, ой, не мое, что-то не получаю. Потом еще полгода на что-то, ой, не мое, что-то не получаю. Потом 5 лет еще на что-то, что-то, наверное, не мое. Потом 10 лет на что-то, ой, наверное, что-то не получается. Ну вот так однажды просыпается, что ему уже за 50, уже годы жизни уходит и так далее. Вы должны понимать, не надо стать жертвой своей жадности. Не надо стать жертвой своей жадности. Я заново повторяю. Не надо, чтобы ваш разум, ваш нафс, ваши желания управлял. Потом, часто я что вижу еще? Родные, близкие. Вот это интересная вещь, это вообще интересно. Я с детьми работаю, я это постоянно вижу. У ребенка талант, он мечтает стать врачом. Родители говорят, иди стань налоговиком, стань. Врачи сейчас много не зарабатывают. Стань хорошим налоговиком. Причем ты идешь против Бога. Бог дано ему талант другой, а ему говорят, иди стань этим. Потому что родителям выгодно, чтобы он этим стал. Не вмешивайтесь
судьба своих детей. Ищите в них тот Богом дано талант, помогите на это направление двигаться. Помогите на это направление двигать их, на тот талант, который Богом дано. А вы можете меня спросить, а как я узнаю, что этот талант мне Богом дано или нет? Я сейчас скажу вам, я дам инструмент, который, соблюдая, вы это сделаете спокойно, легко. Просто надо задавать себе два вопроса. Постоянно два вопроса надо себе задавать. Это два вопроса, когда многократно задаешь, обязательно ответ появится. Первый вопрос, который себе надо задавать, надо постоянно себе задавать такой вопрос. Как я могу быть больше пользы? Как я могу принести больше пользы этому миру? Что я могу делать, чтобы быть полезным этому миру? Максимально быть полезным. Потому что, посмотрите, я заметил очень интересную вещь. Все, что полезное, она живет долго. Все, что полезное, его потомство живет долго. Я ученый человек, у меня много научных исследований, ребят. Я провожу, собираю закономерности, а потом делаю выводы. Все, что полезное, оно очень долго живет. Например, давайте еще одну, не знаю, как вы принимаете, давайте еще скажу вам. Вот скажите мне, пожалуйста, подумайте на минуточку. Подумайте на минуточку. Давайте возьмем опять урок с природы, создание Бога, да? Давайте посмотрим. Но вы согласны, что ни одна река свою воду сама не пьет? Ни один цветок свой аромат сам не использует. Ни одно дерево свои фрукты сам не потребляет. Вы внимание обратите. Каждый из этих вещей, то, что вы видите, они дают пользу этому миру. Посмотрите, солнце сам себе не согреет. Вся система придумана так, вот так придумана, что отдавать. Вы внимание обратите. А теперь единственное, что от жизни больше всего берет, это человек. А все остальное дает. А если вы внимательно, если вы анализируете этого, и вы это убедитесь сами, мы очень много берем от жизни. Понимаете, когда человек много берет, это уже потребительское сознание. Созидающее сознание, он развивается. Потребительское сознание ограниченно живет. Пожалуйста, запомните вот этот термин. Созидающее сознание, он живет долго, развивается, продолжает, потому что он много приносит пользу, поэтому к нему много благодарности. Когда к тебе много благодарности, ты процветаешь. Это правда так. Ты процветаешь, когда вокруг тебя сотни людей благодарны тебя. Много людей благодарны. Ты процветаешь. Такова закон жизни. Поэтому, если ты хочешь понять тот дар, который тебе Богом дано, какой, просто надо сидеть подумать, как я могу быть больше полезным, максимально полезным. Мне нужно максимально быть полезным. А вы знаете, искренне этому служить. Искренне работа над этим. Если вы хороший диакон, идите работайте как диакон, вы будете богато жить. Но искренне делайте этого, принесите пользу. Если вы хороший врач, надо этим заниматься. Если вы хороший учитель, надо этим заниматься. Вот это очень важно. Если ты классный, там, не знаю, журналист, или певец, или поэт, или еще кто-то, не знаю, инженер, архитектор, нужно это делать. Вот и все. Как я могу быть полезным? Максимум. Постоянно себе надо задавать вопрос. Как я могу принести больше пользы? Как я могу принести больше пользы? Это вопрос должно вас беспокоить. А второй важный момент, на что внимание здесь надо обратить на то, на что я готов потратить свою жизнь. Вот я вам задам такой вопрос. В течение 30 дней, эту тренировку делайте, это 30 дней.
Лучше 1 месяц тренируйтесь, пожалуйста, чем всю жизнь пережить, а потом сожалеть, что не той жизни прожили. Знаете, это большая трагедия, самая большая трагедия, я повторяю, самая большая трагедия, если человек пережил жизнь и так и не понял, к чему он был способен. Это очень большая трагедия. Лучше что нужно делать? Лучше просто хотя бы 1 месяц постоянно надо себе задавать вопрос. Постоянно себе надо задавать вопрос. Хотя бы 1 месяц. Нужно себе постоянно задавать вопрос. Каждый день. На что я готов потратить своей жизни, чтобы максимум принести пользу? Вот этот вопрос круто помогает. На что я готов потратить свою жизнь? На что я готов потратить свою жизнь? На что я готов потратить свою жизнь? Появятся разные вопросы, разные ответы. Эти разные ответы фиксируем. А потом среди них анализируем, какой из них максимум приносит пользу. И перед этим тебе легко удается это делать, и ты не принуждаешь себя, ты не заставляешь себя, тебе не надо себе заставлять, чтобы это делать. Себе принудить, не обязательно себе принуждать, чтобы этого делать. Вот и все. Когда вы это сделаете, это вопрос, когда вы сделаете многократно, у вас будет очень-очень крутой результат. И я уверен, очень крутой результат будет. Вот. Поэтому вот так человек, обычно любой человек найдет тот Богом дано талант. За годы своей работы, и это много людям рекомендовал, огромное количество людей благодарят за то, что они это делали. Но помните, задавайте этот вопрос в течение 30 дней. Первое, что надо понимать. В течение 30 дней задавайте этот вопрос себе. И все ответы фиксируйте. На что я готов потратить свою жизнь? Фиксируем. А теперь потом рядом оттуда выбираем, что максимально из этих вещей пунктов полезно. Как я могу быть полезным максимум миру. И что мне легко удается. И не надо мне принудить себя, заставлять себя. Все, займитесь этим. Потом составьте список, планируйте, какие навыки надо развивать для того, чтобы этот талант максимально был профессиональным. Помните 3 вещи тут. Помните 3 вещи. Люди платят вам деньги только в 3 случаях. Пожалуйста, повторяю. Люди платят вам деньги только в 3 случаях. Первый, если либо они сами не знают, как это делать. Когда человек сам не знает, как это делать, он готов платить деньги. Люди будут платить вам деньги и готовы платить вам деньги. Если, повторяю, если то, что вы предлагаете им, это экономит им время, экономит им деньги. Третье. Люди готовы платить вам деньги, если не могут находить лучше по сравнению с тем, что вы предлагаете им. Так что предлагайте самое лучшее. Это что означает? Это означает, что когда вы нашли, что вот я буду заниматься вот этим, вы определились для себя, тогда потратьте время, научитесь в этом стать лучшим. Есть такая формула, это формула 6 лет по 5 часов. Вот эта формула запомните. Его называют 6 лет по 5 часов, или его называют, что формула 10 тысяч часов, по-разному. Если вы в течение 6 лет стабильно по 5 часов будете заниматься одно и то же, но с учетом корректировка и совершенствования, беспрерывный, можно сказать, повышение квалификации в этом среде, вы станете один из лучших в своем сфере. А когда вы станете один из лучших в своем сфере, вы конкретно станете богатым. Вы однозначно будете успешным человеком. Это очень важно понять. Очень важно понять, что человек станет тем, на что потратил свое время. Вкладывайте свое время, усилия и деньги в свою личность. И тогда вы этим становитесь. Следующий важный шаг.
Когда вы стали профессионалом, вы приходите на новый уровень, на новый этап. Это что означает? Это означает, что ты создал себя. Когда вы уже создали себя как профессионал, приходите на второй шаг. Второй шаг это что? Создай рынок. Если вы хороший, скажем, актер, посмотрите Джеки Чан, он супер актер. А если он не создал бы себе рынок, дело пошел бы? Конечно, нет. Если там посмотрите, любого посмотрите, бизнесмена, например, изобретателя и так далее. Любой из них. Если вы создали себя как профессионал в каком-то сфере, в каком-то области, приходите на следующий шаг. Следующий шаг. Создайте свой рынок. Я хороший тренер, я создал свой рынок. Поэтому люди платят, чтобы мой тренинг покупать или мои книги. Это важно. Создать свой рынок. Кто-то придумал шоколад Сникерс. Он понял это рецепт и создал это. Понимаете? Он профессиональный технолог. Он создал этот продукт и на него создает свой рынок. Значит, ты когда создал себя, научись создать свой рынок. Второй шаг сделай. Создай рынок. И третий шаг. Расширяй свой рынок. Максимально работай на расширение своего рынка. Не останавливайся на достигнутом. Не останавливайся на одном уровне, что ты уже достиг. Постарайся расширять свой рынок. И ты гарантированно успешный человек.